Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы, як звычайна, абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Прайшло, ну я вам скажу, як кажуць у прыказке, немного времени, а насамрэч прайшло даволі шмат часу с апошняга візіту нашага сябра, блогера Александра Балаганова-Рыкова у эфир Еврорады. І вось шчаслівы момант паўтараецца. Александр изноўку у нас у эфиры. Прывітанне, Александр. Спасибо большое, Дмитрий. Ну и привет всем хорошим людям. Ты же знаешь, я вообще не любитель ходить по эфирам, только из уважения к тебе, к белорусам. Ты меня убедил, что мы не виделись почти год, а скажешь, что мы практически каждый месяц общаемся. Ну, я думаю, ладно. Надо поговорить о жизни, давно не общались. Ну да, тым больш что гавораць, пускай што хоча, то і гавораць, тым больш што нагаварыць могуць усяго, а ўсяго потым акажацца, што мы тут ледзь не кожны тыдзень з табой адзін аднаго піярым, але хай сабе такі піяр і будзе на карысць. Я хацеў бы, Александр, па-першае, павіншаваць і цябе і ўвесь украінскі ўсіх украінцаў, ну і найперш, безумоўна, збройныя сілы Украіны і тыя структуры, якія зладзілі чарговы удалы налёт на аэрадром расійскі, той аэрадром, з якога ўзлетаюць расійскія акупацыйныя самалёты і скідаюць кабы на мірныя украінскія гарады. Гэта стала ўжо такія вось навіны, сталі ўжо такія нармальнымі, штодзённымі, бытавымі навінамі у вас ва Ўкраіне, ці ўсё ж таки гэта сапраўды падзея? Не, ну это, конечно, падея, просто что еще в достаточно малом количестве. Ну, мы совершенствуем обломки, задымления у них увеличиваются. Вот. Мы уже гордимся своими обломками. Я так понимаю, позавчера Зеленский сказал, что мы провели испытание баллистической ракеты. Поэтому, кроме того, что к ним полетела поляныця, я надеюсь, что скоро полетят и ответно такие же ракеты, которыми они забрасывают нашу страну. Вот, потому что они делают это гораздо чаще. Ну, у нас не было за прошлый месяц дня, чтобы не прилетело там, условно говоря, 50 шахедов на территорию страны. И вот у нас последние, где я непосредственно живу, из последних 3 дней 2 ночи такие стандартные, что мы не спим где-то с часу до 5 утра. Притом я уже выговорюсь, потому что я сонный, чтобы проснуться. Интересно заметил, знаешь, вот когда я чего-то не понимаю, я над этим начинаю много думать, для чего орки это делают. Вот если налет был, который 3 дня назад, и у нас тут все грохотало, я у себя с утра написал пост, что это мне напомнило, что я посетил стадион по соревнованию там по мотокроссу, потом меня друзья поправили в комментариях, что это был не мотокросс, а спидвей, потому что у меня над домом эти дроны летали то влево, то вправо, то поперек, то они пролетают насквозь Киев, вылетают сюда к нам. Я понимаю, что наши не тратят ракеты, они их не сбивают, работают там условно только гепарды, эта канонада стоит сумасшедшая. Ну, я все время задумываюсь, они столько раз тут пролетев, они ничего не атакуют. Ну, значит, выявляют какие-то ПВО. То сегодня у нас такой же налет был огромный, сколько там, я не помню, под 100 дронов, 100 с чем-то, 105 было. И в отличие от позавчера, у нас впервые работало ПВО по-другому. Если тогда мы слышали без прерыва канонаду, там ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду, ну, строчат очень сильно, то сегодня были такие одинокие выстрелы, только бух-бух, притом не ПВО, я в шутку в семье сказал, по-моему, мы с кораблей по ним стреляем, потому что ну, такие звуки, что пушки стреляют в небо по шахедам, и достаточно 4-5 выстрелов, чтобы шахед перестал существовать. Вот. Ну и радует, все-таки работают наши рэбы, как-то научились с ними, каждый день абсолютно 20% начинают кружить и приземляться где-то в полях. Вот это, конечно, радует. Потому что из 100 дронов по объектам энергоструктуры сегодня долетело 3 всего. Но это значит заслуга ПВО. Спасибо ребятам огромное, кто несет этот фронт работы по защите Родины.
Саша, вот глядзі, сапраўды ты і сёння мне перад тым як мы выйшлі в эфир сказаў, буду я сонны і млявы, тому что не выспаўся ў чарговы раз. Ну і вот ты рассказываешь, что адна за другой ночы, калі з гадзіны і до 5 раніцы немагчыма спаць за вось налётаў ці то шахедаў, ці то ракета, то камбінаваныя налёты і гэтак далей. Як грамадства прызвычаілася ўжо за, ну, ці можна до такого прызвычаіцца ўвогуле, як вот такой стомы просто чисто фізічнай адчуваецца яна ў людзей? Не, ну, конечно, отчувается. Ну, тут даже не у нас проблема, не взрослых. Все-таки 3 года, да, оно достало. Тут жалко детей. Вот мы ложимся условно спать, ты начинаешь в час ночи там бежать на первый этаж коридоры. Только закончилось, ты поднимаешься, только засыпает ребенок. Через час опять такой грохот стоит, такая канонада. И самое страшное для детей даже уже не выстрелы нашего ПВО, которые они уже за 3 года наслушались, а когда она слышит, что летит условно над головой этот шахет и по нему стреляют, и все дети же прекрасно понимают, что самая большая беда, куда он упадет. Ему же могут попасть в крыло, и он просто упадет тебе на дом со всем боекомплектом. И вот это, конечно, детей очень жалко. Ты сам иногда нервничаешь, когда вот он жужжит, и ты видишь, по нему светят прожекторы, он летит над твоим домом, и по нему просто все строчит. Вот. А деток... У меня малая, она больше слова «шахет» боится, чем ракеты. Потому что когда большой идет налет с ракет, мы все-таки уезжаем из дома. Вот. А когда шахеды, ты ж не будешь сидеть каждый день где-то там далеко всю ночь. Оно происходит просто каждый день. Вот. Ну, жалко психику детей, и все. Все остальное – это слава воинам, героям, которые находятся на передовой, потому что у них это такие вещи, они на них не обращают внимания. У них сейчас беда – это кабы, это да. Саша, давай звернемся до такой тэмы актуальнай, і гэта падтрымка і дапамога военным добраахвотнікам беларускім і ЗСУ, якім ты займаешься гэтай дапамогай. Вось у мяне учора у эфіры быў Лахвіч Александр Навукович, які по дарозе ва Украіну заехаў да мяне ў студыю, каб вот, ну, такі эфір на дорожку зрабіць, а ён вяртаецца ізноўку і хоча ізноўку запісацца, падпісаць контракт з ЗСУ і пачаць супрацоўнічаць з імі. Але мы пра дапамогу. Скажи мне, Кайлашка, вот час змяняецца, ўсё ж таки Украіна сама вельмі зараз шмат розных дронаў, рознага вот этого вот, ну, ракеты нават уже свае пачынае рабіць. Калі раней мы разумелі, что дроны гэтыя трэба недзе купляць на захадзе, где-то збіраць грошы, шукаць, дзе іх можна купіць і прывезці, то зараз ну, уже можа быть вырабляецца шмат дронаў у самой Украіне. Патрэбы, што сёння трэба вайскоўцам, яны змяніліся? Вот з якімі запытамі да цябе найперш звяртаюцца, ну калі звяртаюцца? Нет, да разные. Мы антидроновое ружье, я просто никому не говорил, вот мы купили антидроновое ружье позавчера одному там спецподразделению. У каждого свои задачи, у каждого свои потребности. Просто я для себя как-то психологически, морально сторонник больше помогать с дронами, камикадзе, потому что я знаю, что тем людям, кому мы даем, это им спасает напрямую жизнь. На это людям проще донатить, потому что они, наверное, видят результаты своей работы. Вот. Плюс у нас это производство сильно развилось, и у меня появились контакты, где те подразделения, которые просят, я напрямую их знакомлю с заводом, а у каждого подразделения, там, скажем, частоты могут меняться каждую неделю, какие-то платы им надо. Я вот этих всех инженерных слов не вникаю, я знаю, что есть производители, которые под те потребности и заказы, вот мы там передавали предпоследние 10 дронов, что собрали для одного спецподразделения, именно летного, специализирующего для ВСУ, вот, они
выбрали из 3 комплектаций там себе одну какую-то усовершенствованную, самую последнюю, под них сделали персонально. Сейчас вот я передал вчера полку Калиновского, у Калиновского другая была спецификация, под них сделали, под их задачи другое. Ну, зависит, видать, кто на какой линии фронта, где как, кто реагирует, кто с каким оборудованием. Я в эти детали не лезу, мне самое главное, что прямой потребитель, и мы можем отдать это воинам, которые могут использовать это правильно и нанести урон оккупанту, спасти свою жизнь. Производители идут навстречу. То есть у нас очень много производителей, очень много уже крутых производителей. И слава богу, и инженеры талантливые тоже есть. И плюс половина инженеров на этих заводах, они сами военные, которые сами летчики. Они общаются с летчиками на одном языке. Ну, вот как-то так. Ну атрымліваецца что дроны, тым больш дроны камікадзе, яны застаюцца самым запатрабаваным таким вот зброяй, якую там, ну ці там скажем дапаможнікамі, якія патрабуюцца на фронте. Ну, понятно, получается у тебя, ну, возьмем там плюс-минус средняя цена, это у тебя одного дрона такого $450. А ты, отправив 3-4 дрона, можешь вывести танк, который стоит несколько миллионов долларов. Ты можешь вывести там бронетехнику из строя, ну, не считая какие-то здания, где прячутся оккупанты, еще, ну, они просто, вот я недавно смотрел интервью, у себя публиковал нашего Мадяра, который там непосредственно все время проводит с беспилотниками. Так он сказал, что за последние полгода 50% ущерба, той статистики, что вы видите, подтвержденной по нанесению урона, 50% это делают дроны камикадзе. Так это надо только усилять, пилоты растут, они находятся на безопасном расстоянии, взлетают, выкашивают. Любое наступление, кроме артиллерии, отбивает же еще и подразделение БПЛА. Вот. У нас в стране же даже уже отдельное направление в армии выделили. Посмотрим, как оно будет развиваться, которое только БПЛА системами занимается. Ну, технологии идут, самолеты, крылья изобретают, борются с рэбами. Я не буду тут много рассказывать, но то, что я с производителями общаюсь, люди работают над усовершенствованием круглосуточно. И слава богу, это не госпредприятия, ну, наверное, и гос есть, которые делают какие-то глобальные вещи, а это талантливые люди, которые живут этим круглосуточно, и значит будет у них результат. Я б хотел про сборы. Мы все памятаем вось той сбор на 100 дронов, які ты пэўны час тому объявіў, як адгукнуліся беларусы, і не толькі беларусы, як хутка гэта ўсё было сабрана, хотя ты сумняваўся і нават тады раіўся со мной объявляць ці не объявляць, бо збяруць не збяруць, каб не лажануцца. І зараз вот мы узгадывали Лахвича, і ён кажа, ну вот буквально днями Балаганов 10 дронов яшчэ перадаў нашим хлопцам. То есть вот сборы по-ранейшаму ідуць, наколькі актыўна люди працягваюць донатить на такие патрэбы? Не, ну я ж после тех сборов 100 дронов, пока мы их там переварили документально, все сделали официально, потому что цифра очень большая, ответственность большая, поэтому мы поставили все на баланс. И я после этого выдохнул, сказал, я больше не буду ничем заниматься, я только репостил какие-то там сборы других военных подразделений и сам донатил, там вот делает Николаевский Ванек сбор, сразу туда помогаю. Вот. А это у нас произошла трагедия, когда во Львове большая. Вот, что-то опять на эмоциях написал. Я покупаю 3 дрона. Кто хочет, присоединяйтесь. Я отдам это в спецподразделение ВСУ. Я официально объявил сбор для ВСУ. Вот, зная, что у меня аудитория все равно больше половины это белорусы. Я говорю, давайте соберем. Но мы собрали вместо 10 на 20. И опять же это произошло достаточно быстро, я не помню, там за 3-4 дня. И вот первые я отдал сразу ВСУ и думал, куда вторые 10 отдать, и решил, что праздник был как раз День защитников и защитниц, и для меня все белорусы, которые воюют, неважно в каком они подразделении, это такие же герои, и это такой же праздник для них героев. Я решил, что надо отдать это белорусам, потому что я не знаю, как там идут
последнее время сборы для белорусских подразделений, я вроде их как-то не особо встречаю, не замечаю, я не вижу никакой глобальной политики по отношению, что добровольцы, белорусы – это наше самое родное, все уперлось в какую-то политику, в какие-то разборки, все друг друга в чем-то обвиняют, никто не хочет вокруг этого построить какой-то, не знаю, единый цемент, что вы можете по политическим вопросам грызться, но вот у нас есть наши добровольцы, которые сейчас находятся на передовой и гибнут, давайте им помогать, независимо от взглядов, кто левый, кто правый, кто центральный. Вот в этом у меня большое разочарование. Вот. И я сейчас вчера тоже встречался с заводом, и наконец-то нашли и с банками, с Монобанком, куда собираются деньги, и с заводом. Слава богу, там будет большой трехсторонний договор. У нас в стране это официально. Деньги будут сразу идти на завод производителя. Государство снимает с этих, получается, сборов НДС, то есть люди будут получать, ну, добровольцы, неважно, ВСУ, дроны по нормальной цене, по себестоимости. И я сейчас буду собирать только на дроны. И вот я для себя решил, вот мне бы хотелось собрать там 10 дронов в неделю. Вот поставить такой план, и вот чтобы у нас получалось собирать. И я хочу его распределять вне зависимости от привязки каким-то громким именам. Вот мы знаем, есть там подразделения, там батальон Волод, там батальон Кривцова, назовем БПЛА, есть там террор, если им надо. Ну, еще есть там Афина, где есть белорусы. Я много знаю подразделений, которые для многих белорусов не публичные, но даже есть спецгруппы, где находятся белорусы. Пусть даже, может, не основным костяком, но какая-то часть большая, там 10-12 человек. У них есть внутри подразделения БПЛА. И вот я хочу всем по чуть-чуть, по мере возможности, как мы собираем, вот передавать, не обращаться ни к каким политикам, ни с кем не общаться. Вот есть у нас канал, у меня сейчас огромный рост, получается, идет украинской аудитории. И по последнему сбору я видел, сколько у нас пришло донатов с Украины, они выросли гораздо сильнее. Вот. Ну, у нас, поверьте, для людей, для защитников донатить, неважно, это будет белорус, грузинский легион, чеченский легион, ВСУ, если нужна помощь, люди будут помогать. Вот. А так как все равно белорусы для меня родные уже 4 года, то в первую очередь, если о них забывают их собственные, не знаю, политики, люди, то будем мы, обычные люди, вы, я, не знаю, там аудитория, им помогать. Саша, ну я ж ведаю, что ты уважліва сочыш за тым, что адбываецца зараз унутры Беларусі, якая там прыходзіць інфармацыя адтуль, як дзейнічае лукашэнкаўскі рэжым у дачыненні да тых, хто з ім не згодны, хто супраць яго выступае. Я просто учора была навіна про тое, что памятаеш, вось гэты збор быў для падтрымки семей палітвязняў у мінулым годзе, такі вялікі, дзе сабралі там вялікую суму грошай і планавалі, што вось зараз будзе такі паўтор, другі такі збор з таксама, які мінулы раз, чтоб мы СМІ падтрымалі, рабілі такія эфіры на гэтую тэму, і яго адмянілі, гэты збор. Таму што вельмі шмат людзей зараз асцерагаюцца рэпрэсій з боку рэжыму, нават тыя, хто знаходіцца за мяжой. Таму што зараз лукашысты помсцяць тым сваякам, родным, блізкім, якія застаюцца ў Беларусі, там ці знаходзяць якую-нибудь маёмасць, там кватэры і канфіскуюць кватэры толькі за то, что ты там заданаціл кому-то, там каліноўцам, там ці ЗСУ, ці яшчэ кому-нибудь, крымінальныя справы заводзяць. І поэтому, ну такое, людзі сыходзяць у тень, не ўсе, канешне, але пэўная частка. Гэта адчуваецца ў цябе? Ёсць такое, что вот пэўная частка беларусаў как бы перасталі данаціць, адсыпаліся, потому что остерагаются таких вот репрессий. Не, ну у нас же никогда не было донатов изнутри Беларуси. У нас банковская система официально запрещает и замораживает средства, если идут донаты из Беларуси. Это было еще с начала войны, как они заморозили. Мне пару белорусов звонило,
Саня, мы отправили, я говорю, не пришли. Я разбирался с банками, и они мне четко тогда, постановление Нацбанка до окончания войны деньги заморожены. Я говорю, так верните человеку обратно. Нет, все заморожено. Вот. А у нас же аудитория, она либо находится внутри Украины, которая донатит, либо она вся находится за границей. Вот. В любом случае, любой сбор поддерживается, есть какие-то крупные донаторы и огромное количество мелких, кто считает, ну, не выпью я сегодня чашку кофе, а сделаю донат хлопцам. И спасибо людям за это. Ну, то, что у вас отменили, я думаю, что у вас отменили еще по той причине безопасности, что, насколько я помню, у вас, по-моему, перед Новым годом было огромное количество задержаний, когда люди просто помогали в магазинах, там Мгм. брали условно колбасу, передавали семьям политзаключенным, и их за колбасу там поприговаривали к 3 годам тюрьмы, посадили этих женщин 60 плюс, я знаю, маму, по-моему, Оли Токарчук посадили. У вас будет проблема, даже если соберете, как эти деньги доставить до семей политзаключенных, потому что, я уверен, там следят за всеми круглосуточно, и любая помощь будет отслеживаться. Поэтому даже если бы собрали, я не вижу механизма. Может быть, они и есть, я их просто не знаю. Понятно, они должны быть максимально тайными, но как это передать непосредственно семьям? Ну да, Просто я те, кто уехал, я не вижу у них проблемы, что они не могут донатить на какие-то хорошие дела. Я в этом вообще проблему не верю и не считаю это проблемой. Если у человека есть свободные 5 евро, он всегда переведет, и никто этого не узнает. ну то есть вот как бы колькасць людзей якія данацяць яна рэзка не скарацілася, засталіся тыя ж самыя, ну а можа і павялічылася Мне колькасць. тяжело сравнивать, понимаешь, если бы мы опять решили собрать там условно для белорусских добровольцев всей страной на 100 дронов, я бы тогда сказал, уменьшилась, она не уменьшилась, есть крупные донатеры, нету. А так как я 3 месяца ни одного сбора не делал, и сейчас просто объявил на 10, а собрали на 20, спасибо большое, опять произошло все быстро, но я не могу поэтому измерить количество донаторов. Для меня ничего не меняется. У меня есть там определенно большая сумма каждый месяц, я ее доначу во все разбиваю по максимуму, что я на многие паблики военных бригад подписан, каких-то групп специального назначения. Я помогаю лично от себя всем. Вот. Но когда организовываю сбор, тогда уже я в нем непосредственно участвую на 30%, как закон. Ты сказал про тое что зараз вот ну как бы плануешь прынамсі что кожны тыдзень вот с этим вот прадпрыемствам про якое ты сказал ладзіць такія зборы і закупаць дроны перадаваць у розныя часткі, дзе можна будзе тады бачыць гэтыя твои зборы каб людзі не пропусцілі, куды ісці, куды Это глядзець? мне надо сначала с людьми посоветоваться, сможем мы, не сможем это делать, как они на это смотрят. Я же хочу все равно, чтобы мы это делали сообща с комьюнити, на которые можно рассчитывать, что если мы людям пообещаем, то мы это сделаем. Вот. Потому что заявок-то на дроны, это можно сказать, как до бесконечности. Все знают 72-ю бригаду. У меня оттуда сейчас там много друзей, которые в Угледаре сейчас вышла из Угледаров, но сегодня я с ними говорил. Я вообще не хочу комментировать, потому что новости в интернете настолько страшно, я с ними поговорил, у них совершенно другая там ситуация, я не понимаю, что преподносится, поэтому ну, не буду вообще комментировать, но я знаю, что люди находятся в таком пекле, что туда хоть 100 дронов отправляй, хоть 1000, это одна из самых боевых бригад, она их переварит очень-очень быстро и оркам нанесет очень много ущерба. Хотя можно и на Харьковское направление передавать, и на Херсонское, и на Донецкое, и на Луганское, и в Курскую область. Они нужны везде, и их везде не хватает. И поэтому Ну, то есть для меня это сейчас самое важное, потому что можно показать результаты работы дронов людям, которые донатят, там, не знаю, с Америки, со Швеции, с Польши, с Литвы. Они увидят и почувствуют свое прикосновение, что они спасли кому-то жизнь, какую-то бронетехнику уничтожили, а она, возможно, не убила какое-то количество людей, ВСУ, добровольцев и тому подобное.
То есть умоўно кажучы, перш чым вот распачынаць такую вот пастаянную акцыю по сбору на дроны, там кожны тыдзень там 5-10 дронаў некаму адпраўляць, ты хочаш правесці стрым, дзе с людьми, со сваімі гледачамі, со сваім, як ты кажаш, камьюніці параіцца, будем рабіць, не будем, ставьте плюсики, типа так, да? Не, ну я объявлю там условно, давайте еще на 10 соберем. И скажу в стриме, получится больше, давайте это поставим на поток, напишите в комментариях. Чтобы это было как бессрочная акция от комьюнити, там, балаганов, дроны. Собираем больше, передаем мгновенно больше. Собираем меньше, ну, значит, передаем сколько есть. Каждый месяц я там от себя буду покупать 5 дронов, например. Вот. А сколько там дособираем? Ну, хорошо. Потому что я видел глаза тех людей, которым мы передаем эти дроны, какая у них была благодарность. При этом ты понимаешь, что у них есть человеческое стеснение. Мы же воюем, помогаете нам и так, а ты с них просишь еще записать видео благодарности людям. Тебе самому неудобно, потому что этот человек может завтра умереть, а ты еще от него что-то просишь. Да? Мы и так им всем должны уже столько своей жизнью, что мы живем, мы должны обеспечивать этими дронами всем, чем надо, круглосуточно. И они записывают эти видео, идут. Я вчера отдавал дядьке. Дядька записал эту душевную благодарность. Я стою, думаю, господи, да мы вам должны этот полк Калиновского засыпать все их подразделения летчиков, которые уже профессионалы, которые учатся этими дронами, чтобы они просто выносили орков. И ВСУ всегда говорила, о, у нас рядом летчики полка Калиновского, мы спокойны за тылы. Давай тады я раю усім, па-першае, подписаться на на YouTube канал Александра Балаганова, Балаганов, подписывайтесь, сачите за яго стрымами, эфирами, и вот такое объявление Саша зробіць бліжэйшым часам. У любым выпадку інфармацыя про новыя зборы, калі яны будуць, яна будзе ў яго з'яўляцца, і калі у вас ёсць такая магчымасць, подтрымлівайте, калі ласка, проявляйте такую солидарность. Дарэчы, Саша, вот ты сказал про тое, что ну как бы троху пакрыўджаны там, ці не разумееш ты вот дзеянне таких беларускіх палітыкаў дэмакратычных, якія ну как бы вот не столькі, колькі хацелось бы увагі беларускім добраахвотнікам надаюць і дапамозе ім. У тым ліку з-за гэтага ты перастаў рабіць інтэрв'ю і стрымы с палітыкамі, с экспертамі, ці ў чым прычына яшчэ? Не, ну, во-первых, у меня тогда было, как, я не знаю, у блогеров это называется выгорание. Если ты видел, я, по-моему, в июле или в августе не сделал вообще ни одного видео. То есть я вообще не понимал, для чего опять. То есть, ну, оно периодически находит, для чего это тебе надо, зачем ты тратишь кучу своего времени, у тебя работа, семья, ты... Меня дитё вчера задает, папа, когда ты уже перестанешь работать? Потому что тебя нету до вечера на работе, потом ты, условно говоря, вечером ведешь эфиры или стримаешь видео. Я вот ей вчера сказал, Ева, каждое воскресенье я буду уделять тебе время, и у нас не будет никаких эфиров, никакой работы. Вот. А потом, знаешь, когда идет процедура внутри белорусской оппозиции, когда они все друг друга грызут, все друг друга кусают, и тебе звать их на эфиры ради хайпа, чтобы кто-то кого-то облил помоями, мне показалось, не захотел я в этом просто участвовать, оно и так все дробится, все на две части распадается. Вот. Для меня есть приоритеты, условно, я поддержу те инициативы, которые несут какие-то глобальные вещи, типа вот там передали в Гаагу документы. Вот это я единственно осветил за последние 4 месяца. Новость у меня из Беларуси, что да, белорусы добились совместно с Литвой, там подали документы в Гаагу. Понятно, что это процесс очень-очень длинный и непредсказуемый. Вот. Но я под эту новость могу сказать, мне сегодня белорусы прислали в бот уникальную новость. Я забыл, в каком городе, но у вас в Беларуси какой-то институт объявил об участии во втором международном конкурсе с 26 по 29 ноября, где люди должны подать свои заявки и выполнить роль защитника или обвинителя в Международном уголовном суде. Мне так понравились эти роли.
Я на эту тему хочу выпустить видео, то есть молодые студенты сейчас будут тренироваться. Кто-то из них пойдет защищать Лукашенко в будущем, а кто-то пойдет его обвинять. И они это будут тренироваться внутри страны, не выезжая из нее. Я думаю, это достаточно хорошие процессы начинаются внутри Беларуси. Вот. Ну, Ну слухай, тут не толькі про Лукашенко размова, колькі матэрыялаў будзе ўжо пададзена, але будзе яшчэ больш, думаю, по універсальнай юрысдыкцыі, якую подаются. процесс очень длинный, он такой затянутый. Мне тут больше всего только нравится, что насколько нервничает от этого процесса пропаганда и как нервничает Лукашенко. Когда диктаторы нервничают, они совершают ошибки. Все его разговоры на громких тонах, что они затеяли, меня это не волнует. Но у него по голосу видно, насколько его-то рвет изнутри, и он пьет валидол по ночам. А когда диктаторы пьют валидол по ночам, значит, их дни сокращаются. Меня это радует. Поэтому я только за такие позитивные международные новости, потому что их и так очень мало. Слухай, я хотел сказать, что ты с тым, что перастаў клікаць на свае стрымы і размовы беларускіх палітыкаў, экспертаў, зрабіў больно беларускай прапагандзе. Ну найперш твоим особым галоўным прыхільнікам Азаронку і Туру, бо яны ж адсочвалі ўсе твои эфиры, там куски выдзіралі, потым каментавалі, але можа быть не асабліва ты іх расстроіў, бо у тебе амаль кожны дзень ідуць такія праграмы, ну уже не інтэрв'ю, но таке твой анализ, твоя подача. И якая реакция? Даешь ты, то есть вот как бы поджариваются хвосты у пропаганды от твоих выступлений? Нет, но если они на меня публикуют фейки, если они их размещают в прайм-тайм по пятницам на главном телеканале и обзывают меня в хвост и в гриву, при том, что я, по сути дела, вот как ты сказал, уже ни одного стрима ни с одним политиком не провел, а их до сих пор разрывают на части, то они меня сами иногда заставляют поворачиваться обратно в их сторону и с улыбкой с ними общаться. Ну, не знаю, их рвет. Да вообще, я вот сегодня, когда шел к тебе на стрим, я понимаю, что они уже сами загнались. Они уже не знают, какими помоями обливать, условно говоря, людей, которые выехали от этого диктаторского режима. Они сами понимают, что у них на этом повестка зациклилась. Они ничего не могут белорусам предложить, кроме разговоров, что Северная Корея самая прекрасная страна на земле, и надо жить ровно так, как они. Есть один Бог, на него молимся и дальше собираем рис, и больше ничего в жизни не надо, все в поля, все на картошку. Вот. Они выдыхаются, пытаются, но им сложно. Может быть, с апошніх, что там с пропаганды, на что ты увагу найбольш звярнуў, что тебе больше спадабалася, ну ці там, скажем, уразила, думаешь, боже мой, додумались нават до такого? Ну, смотри, сейчас они на арену выпускают тех людей, которые меня поливают грязью, и потом они крутят это у себя, как смотрите, вот, его там обливают другие грязью. Это не мы просто подсвечиваем. А то, что они у себя заявляют, то я, как всегда говорю, Гриша, ты настолько стал уже неинтересным, что мне даже нечего вырезать и показать в эфире. Ну где твои какие-то громкие речи эти пафосные с ядом? Ну молчит, он же вот у него была война с российскими зетниками, я его подсвечивал, я говорил, Гриша, я тут тебя даже поддержу, давай больше, я всем зетникам расскажу и тебя поддержу. Ну, ему, видать, дали по шапке, он успокоился, молчит. Ну, понимаешь, у них нет новостей, которые бы захотелось осветить даже с точки зрения потроллить. Они превращаются в какую-то вату, которая только рассказывает, уже у них выборы, царя надо продлевать, все вокруг враги, все вокруг фашисты. Даже я уже за 4 года устал. Ну, нет у них повестки, которая была бы интересна. Даже покритиковать, там, я не знаю, может даже где-то похвалить, если они обвиняют зетников, что любят, потому что плюет ядом всегда в Собчак Озаренок. Тут она приехала, он там поулыбался, что-то плакнул, что вот и это приехало, и все, и молчок. Потому что она приехала к Протасевичу, надо ждать видео, а команда его пиарить, и через него сейчас строить
все движение. То есть вот они сейчас на него переключились, чтобы он стал рупором поливания. Возят его везде, тракторист, который летает, или кто он там, Сварщик. сварщик летает в Дубае. Ну, такой цирк, когда они высвечивают в анонсе, что он скажет через 2 часа с табличкой лайф и уже заголовок, кого конкретно он будет клепать. Я не знаю, они его не продадут, он не выпрыгнет, он не станет интересный, потому что внутренняя аудитория к нему относится как все равно сбегавшему, и которого заставила власть, все прекрасно понимают. Оппозиция, условно говоря, белорусская, к нему относится кто-то как к предателю, а кто-то понимает, что он внутри находится в заложниках. Кто-то его жалеет, кто-то его уже ненавидит. Вот. Ну, человек находится в той ситуации, когда только после того, как уйдет Лукашенко, можно будет узнать, что же произошло. Сейчас это все. Ему ставят задачи, он их выполняет. Он подопытный кролик. Все. Слухай, ну азаронак, ладно, там час ад часу ён, конечно, перлы выдае, і там асабліва любяць яго ва ўкраінскіх пабліках перепосціць, той же самы там Герашченко, ці час ад часу нават Барыслаў Береза там что-нибудь там са сцёбам паставіць. Але калі казаць про Тура, тут же ж кажуць, вот гэты ж больш такі разумны, такая сапраўдная прапаганда продуманая, яны вот как можа больш умело б'юць. Не, ну я всегда говорил, что они абсолютно два разных. Тур циник и гораздо умнее Озаренка, а Озаренок просто фанатик, он реально то, что говорит, он об этом и думает. Ну, это два разных пропагандиста абсолютно и работают на разную аудиторию. Вот. Ну, я, честно, я последние 2 недели не смотрел, что там тур видео, какие выкладывал. Я его там телеграм почитываю. Ну, все банально, он же ж мало пишет, он в основном репостит кого-то. Вообще пропаганда вся белорусская. Я когда-то хотел сделать анализ их телеграм-каналов, потому что у них подписчики разогнаны. Если посмотреть внутри глубину просмотра, сколько людей смотрит, то получается там 10-20%. А все их просмотры заключаются, что они по кольцу все друг друга вот так вот, любой пост, все друг друга репостят. И в итоге они смотрят сами себя по 10 раз и сами себе нагоняют просмотры. Ну, они там проигрывают очень сильно. Ну зато бач накручваюць. Слухай, ты ўзгадаў Лукашенко, наколькі ягоныя заявы про там ядерную кнопку, я вот удару, только вот попробуйте там мяжу перайсці ва ўкраіне, як вы адносіце, ставіце да ўсяго гэта, як вот ты, аналізуючы яго дзеянні, ўсё гэта ўспрымаеш? Ёсць все ж таки, ну, нейкая там насцярожанасць, ці как бы, ці вот як? Ну, мое личное мнение, что Лукашенко не нападет, и войска Белоруссии не перейдут нашу границу. Я в этом почему-то, ну, нельзя говорить стоп, потому что я когда-то говорил, и такой полномасштабной войны не будет. Вот, мне до сих пор вспоминают мои близкие, что ты говорил, что ничего не будет. Что я думал, будет война полномасштабная только на Востоке, чтобы пошли на Киев. Не мог я даже себе этого предположить. То есть здесь, ну, я уверен, что Лукашенко сделает все, чтобы Беларусь обошла эту войну стороной, как возможно. Вот. И он сделает все, чтобы не участвовать. У меня есть друзья, которые боятся, говорят, что Лукашенко вмешается. Ну, и я говорю, пока на это перспектив нету. И у него скоро выборы. И он живет по-другому, у него свои будут разборки, у него внутри он всех боится. Но человек живет постоянно в ощущении, что его могут предать, могут убить либо свои, либо чужие, либо россияне, либо коварный Запад. Но он постоянно живет в панике и в стрессе. Хотя пока я не вижу, чего ему паниковать. Только можно бояться Москвы. Больше у него врагов нету внутри Беларуси, я имею в виду, что которые могут его свергнуть, пока временно те, кто есть, они, может, глубоко в подполье, им сейчас нельзя показываться, время не пришло.
Виктор и Бел пишем от этих благодарностей, ну маецца на увазе те вот словы удзячнасці, якія кажуць вайсковыя за дроны, якія перадаюць им. От этих благодарностей слезы льются. Это мы их должны благодарить, а не они за дроны. Очень жалко, что из Беларуси нельзя помогать. Приходится переправлять деньги за границу друзьям с просьбой задонатить. Тое ж самае пісала яшчэ паначка, піша: вялікі дзякуй Александру за публікацыю твораў Александра Баля. Украінец для Беларусі робіць больш за беларусаў. Ну вось такое таксама меркаванне. Так. Ну, последняя песня Александра Баля, я вам просто всем рекомендую зайти к нему на канал, напишите в ютубе Александр Баль, послушать. Я считаю, ну, мега талантливый человек. И если он меня слышит, я готов с вами сделать интервью и музыкальную какую-то передачу, и давайте вместе соберем на дрон. Если у вас есть возможность физически сделать, это будет тогда первый стрим с белорусом в этой осенью. Потому что мне его творчество очень нравится. Мне нравится его смысловая нагрузка в каждой песне, его исполнение. Я Украину с ним знакомлю, скажем так. Так, ну у нас амаль 2000 зараз гледачоў. Я яшчэ раз звяртаюся да усіх з прапановай подписаться на YouTube канал Александра Рыкова Балаганов. Подписывайтесь, каб не пропустить чарговыя сборы на дроны для вайсковых, без розніцы, беларускія добраахвотнікі, часткі подраздзелы, дзе беларусы воююць, ці просто ЗСУ, якое змагаецца с расійскімі маскальскімі акупантамі. Калі ласка, подписывайтесь, ну и не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорады, ставьте свои подобайки, расширивайте, ну и гэтак далей. Сами разумные люди ведаете, что робить. Амадей, а я хочу выразить Александру Рыкову слова огромной благодарности. Это первый украинский блогер, который в трудный час для Украины четко и грамотно отделил белорусов от режима. Спасибо. Такое вот разделение, яно протягивается, то есть больше разумения становится, что белорусы и режим это розные. Ти вот кожное новое выказывание там Лукашенки, некие дзеянні, информация про тое, колькі заводаў у Беларусі працуе на российскую ВПК, яно изноўку вяртае нас у ситуацию, калі, ну как бы не вельмі добрае стаўленне да беларусаў увогуле, эмоцыйна так вот з'яўляецца. Нет, ну, я тут врать не буду, новости ж понятно, какие идут, и все ВПК работает, и все эти заявления диктатора на часть общества, они влияют сильно, но чтобы это поломать тенденцию, объяснить, что белорусы и другие, для этого я и говорю, что вы как-то должны все вместе собраться, какие-то политикой все занимаетесь политикой, но у вас есть добровольцы, живые люди, уберите оттуда, не знаю, все эти разговоры, командиры, не командиры, есть люди, которые на передке. И возьмите глобальный какой-то проект, сделайте помощи своим же белорусам. И это будет и в медиа, и это будет информационно, я вам гарантирую, и Украина это поддержит. И тогда баланс этот будет как-то соблюдаться. А если ничего такого не происходит у нас внутри, вот, моих же одних сил на это не хватит, то, понятно, победит повестка. Лука сказал, расследование показало там того же Белпола, производят то, белорусский расследовательский центр сделал, производят это, все на ВПК, Лука богатый, зарабатывает на войне, счастливый, понятно, будут так относиться. И все его эти заявления, на кого-то же они влияют, людям страшно, а вдруг он сумасшедший, вдруг он вступит в войну, вдруг он отправит войска, пусть у него и мало, вот, но они ж могут дойти, ну, женщины ж многие не понимают, они живут поверхностными новостями, понятно, печально, и потом ты у себя в комментариях читаешь, а белорусы там, вон, готовятся на нас напасть, ты им пишешь, да никто не будет нападать, успокойтесь, не мы на них, не они на нас. Саша, мінулы раз, калі ва Украіну прыязджаў Зянон Станіславович Пазняк, вы з ім сустракаліся. Вот буквально на мінулым тыдні яны з Усавым ізноўку там былі і ў Киеве, і ў палку, і ў іншых гарадах. Гэтым разам сустрэча была, не?
Я узнал только, что они здесь по посту, что они здесь. Нет, мы не встречались, не связывались. Жалко, я бы увиделся. Ну, напишу. Вот видите, вы мне напомнили. Может, пересечемся. Интересно было узнать их мнение, что они думают на сейчас. Ну яны уже вярнуліся уже тут вот калі-то учора у нас быў эфир с Усавым, яны как бы вярнуліся с Украины, так что цяпер ужо гэтым разам сустрэцца не атрымаецца. Але я да тебе, ну блогер, любы блогер, это ж медыаэксперт. Так что я до тебя як да медыаэксперта звяртаюся. Зянон Станіславович там в інтэрв'ю украінскаму СМІ сказаў про тое, что было б добра, каб Украіна стварыла свой тэлеканал кшталту Белсата. Але ну украінскі тэлеканал, які працаваў на Беларусь, для беларусаў, даводзіў повестку украінскую дэмакратычную да беларусаў, ну каб перабіць вот эту расійскую прапаганду, якая ідзе на Беларусь. Потым, правда, Евген Магда написал: ведаеце, мы тут не можем стварыць беларускую рэдакцыю украінскага радыё, а не тое, что тэлеканал. Але вот скажи мне, як медыаэксперт, типа, ну я жартую, конечно, але просто твоё меркаванне цікава. Як ты лічыш, вот гэтая інфармацыйная повестка, нейкая інфармацыйны супраціў ці скажем, прапаганда, светлая прапаганда з нашага боку, нейкім чынам яна павінна быць, ці дастаткова вот нашай з табой працы, там наших калег, ці трэба, каб ўсё ж такі дзяржавы падтрымалі і такія вот проекты, можа быть, былі створаныя? Ну, смотри, мы не берем техническую реализацию, как это можно реализовать, а вот если глобально взять, если это рассчитано на аудиторию сугубо белорусскую, вот, я считаю, то это было бы круто, это правильно, чтобы разговаривать с людьми, это было бы интересно. В какой форме это надо реализовать, смотрят ли телевизоры, будет ли этот сигнал в Беларуси, вот, а кто его будет специально через спутники покупать или там, я не знаю, подключать, я не уверен. Если сделать отдельно специализированный YouTube-канал, возможно, его можно раскрутить, и затратная часть гораздо меньше будет. Но там должны быть какие-то специалисты украинские, которые должны жить темой Беларуси. Насколько их много, и чтобы они были интересны зрителю, я не готов сказать. Но я считаю, вокруг этого что-то совместное надо в любом случае думать. Это было бы правильно. Это наш самый ближайший сосед. Надо тоже белорусам объяснять, что ваши пропагандоны рассказывают, что здесь фашисты, здесь обычные нормальные люди, которые хотят жить и развиваться. Вот. И с обществом точно так же, мне кажется, надо работать и общаться. Это хорошо, что у меня контингент, скажем, людей, которые меня смотрят, как я говорю, хорошие люди, это белорусы, оппозиционеры, которые в 2020 году увидели, как могут врать, как могут им рассказывать, что они наркоманы, что они все алкоголики, что вот я сижу с тунеядцем, разговариваю, условно говоря. Мы это все прошли в 2014 году, для нас это был тоже такой холодный душ, мы не могли поверить, что так могут на целую нацию столько гадостей выливать и такие ведра вранья, что было ужас. Потом мы уже к этому адаптировались. Белорусы это проходили последние 4 года. Вот. Но какая-то часть, она попала под влияние. Это будущие и настоящие такие же зетники, как в Российской Федерации, которым что ни говори, у них все равно 2 × 2 будет 8. И все. Ну і на завяршэнне пытанне ад гледача пад нікам Максім, які зараз дыскурс ва ўкраінскім грамадстве, перамога і вайна да перамогі ці перамовы? Как я всегда говорю, на эту тему должны говорить в первую очередь военные, а гражданские должны сделать все, чтобы им помочь, и они тогда принесли справедливый мир. Потому что ты не можешь рассказывать кому-то воюй до 91 года, находясь дома со светом, а кто-то находится в окопе уже 3-й год. Поэтому всех этих комментаторов, каких-то мега радикальных, я вообще в интернете ни одного радикального аккаунта не воспринимаю всерьез, как бы он ни рассказывал, что белорусы должны там идти всех свергать, убивать, или там Украина должна куда-то топать. Я такие вещи, такие фразы воспринимаю только от одних людей, которые с оружием в руках воюют.
вот тогда я их взгляды разделяю. Все, кто комментирует, какие они герои, кого можно победить, свергнуть, убить, там вертолеты взорвать, дронами налететь, все эти разговоры, что кто-то не вышел, потому что не хотели, всех радикалов разогнали. Если это пишут в интернете не бойцы и не добровольцы, для меня это просто говоруны, которых точно так же может подсылать и КГБ, чтобы они внутри разламывали белорусов напополам. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Выбачай, што адарваў тебе аж амаль што на гадзіну, хоць дамаўляліся на 30 хвілінаў, но тым не менш такая цікавая размова, ды і даўно не бачыліся. Такім чынам, яшчэ раз заклікаю ўсіх подписываться на YouTube канал Александра Рыкова Балаган Оф, каб прасачыць за яго эфірамі, стрымамі і далучацца да тых збораў, якія ён ладзіць на набыццё тых жа самых дронаў для у тым ліку і беларускіх добраахвотнікаў. Падтрымайце ініцыятыву Александра, калі ён будзе звяртацца за падтрымкай і дапамогай. Мы са сваёй чаргі, са свайго боку, калі будзе такая вось зборы, будзем інфармацыйную падтрымку ладзіць, як мы гэта рабілі і раней. Такую супрацу, калабарацыю, яна павінна заўсёды быць паміж намі, а тым больш паміж нармальнымі беларусамі і украінцамі. Дзякуй вялікі, Александр, да сустрэчы. Слава Украине, живе Беларусь. Я хочу секунду сказать, что я же всегда говорю, что хороших людей больше. Огромное вам спасибо. И зрителям хочу сказать, если вам на самом деле интересно вот такие мысли мои о жизни, напишите в комментариях под этим видео. Я же, знаете, читаю все комментарии, мне будет интересно, что я тут наговорил за последний час. И я увижу, что вам интересно, это да. Дмитрий меня приглашает регулярно. Раз в месяц будем приходить и говорить просто о жизни. Я не против, если вам это надо и интересно. А так, хороших людей больше. Всем пока, спасибо большое. А хороших людей павінна быць больш і в эфірах. Еўрарадыё найперш. Дзякуй вялікі Александру Балаганаву. Зміцер Лукашук працаваў для вас у эфіры. Да сустрэчы.